Давайте пройдемся вокруг избы, потом затопим печку и скипятим чай, что-нибудь сообразим перекусить. Как вы знаете, в прошлом году здесь был большой ремонт. Немножко поработали, венцы меняли. Пока на данный момент, пока все хорошо. Все давит, придавило. Смолистые чурки туда подложил. Немножко сырость, конечно же, есть в бревнах, но основное высоко, не прикасается к земле. Вот. Здесь у нас все хорошо. Когда буду уезжать, я это вот полубревно такое у меня там вытащу, пусть продувает. Смотрите, как сейчас высоко. Здесь очень много снега было, и мне было легко поднимать вот бревна. И прикиньте, если вот помните, я бревно вот поднимал, и если вот сейчас поднимать вот это бревно, это 2-10 раз тяжелее мне было бы. А вот я по насту приезжал сюда и бревно поднял, и сейчас уже просто я балдею от этого, только смотрю, наслаждаюсь той работой, которую я выполнил. По насту приезжали. Здесь тоже все хорошо, в принципе. Немножко бревно сырое, понятное дело, но даже, наверное, я отсюда вот этот мох, который я осенью утеплялся, это я тоже вытащу оттуда, чтобы вообще минимум прикасалось к земле. Конечно, если еще больше приподнять и подложить еще покрышку, вообще было бы хорошо. Я уж под покрышкой там привез с города, но зимой сюда я не перевез. Ну что, зимой я сюда не привез. Ну вот смотрите, какая щель. Смотрите. Не просто так щель образуется, это значит земля, как сказать, где-то мерзла еще, где-то уже тает. И все это происходит. Дом, избушка гуляет как может. Пока на первый взгляд терпимо. Если полностью придавит вот эти смолистые чурки, бревно будет прикасаться к земле, я по-новому приподниму и снова что-то подложу. А сейчас пока, в этом году точно этим заниматься не стану. Сейчас у меня основная работа на крыше будет. Блин, я как подумаю, столько всего надо сделать. И вот сегодня мне, я знаете, вот в задумках сегодня было быстро приехать и разобрать эту крышу, вот как сказать, этот шифер на сегодняшний день работы. Но вот только сейчас я думаю, успею сегодня этим заниматься или нет. Хрен пойми. Крыша волнистая у меня. Самая крутая крыша, наверное, в Ком-Республике. Ладно. Что-нибудь сделаем. Просто так в такую даль не приехали. Блять, ну конечно в этом году река порадовала нас затором. О, мышка попалась. Это надо убрать. Одна мышка залетела, а вот избушка мышеловка не сработала. Вот так вот. Не знаю, куда вот эту фотоложку поставить. Хотя бы на пару дней. Не знаю. На какую тропинку поблизости.
Так, ладно, сейчас я затоплю печку, а там мы подумаем насчет этого. Так, ребят, ну что, как всегда, таежная распаковка. Что я взял в этом походе. Так. Опа, 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 опа. От яиц осталось хрен пойми что. Одно яйцо, короче, у меня треснулось. Там яйца. Майонез, остатки майонеза, ну немножко, я сейчас мало вообще майонеза ем. Так. Огурцы, помидоры тоже, ой-ой, это, получается это все сюда вышло. Раздражитель некоторых подписчиков, 2 пачки взял. Так, 2 пачки, да, яйцо, конечно. 2 лука. 2 лука. Что тут еще? Пачковый суп. 2 пачки. Еще... масло. Масло. Вот, блин. В общем, все испачкал. Это яйцо испачкало все. Так. Надо помыть руку. Что-то я туалетную бумагу не нашел. Фиг с ним. Так.
Хлеб 3 буханки взял. Ну, с собакой нам. Не знаю, сколько дней я буду здесь, поэтому это будет саморезы на кровлю. Туда. Еще вот буханка. Ну, в общем, 3 буханки. Степлер. Наверное, пригодится тоже. Картошка. Картошечка. Картофан. Нож. Нож тоже посучь. Хрен пойми, там еще испачкал. Ну и консервы. Сейчас может кашу перловую нагреть. Для тулана вот 2 банки. Или 3 даже. 3 банки для тулана. Вот такая говядина. С осени, блин, перо от глухаря. Вот. Это для тулана все. Хозяйство. Ну и для меня еще 2 банки рыбные консервы от подписчика. Юрий Иванович выслал. Мясо цыпленка. Так. И еще тут у меня еще тушенка. Тушенка еще. Короче, до хрена чего я взял. И сахарный песок. Русский сахар. Ну там медикаменты, лекарства еще. Клей. Это все я вынимать не стану. Сейчас еще поищу туалетную бумагу, и надо все это. Короче, так получилось, что одно яйцо разбилось. Одно яйцо. Я думаю, только одно. И этот пожарить. Наверное, сейчас пожарю я эти яйца, чтобы не испортились они. Фиг с ним. Яйца пожарю с помидорами. И, как сказать, тулану я еще буду готовить. Корм. Вот и все продукты. Макаронные изделия есть, макароны есть, растительное масло тут есть, рис есть еще, наверное, 2 пачки у меня оставалось. Так что с голоду не помрем. Сегодня, наверное, я буду лениться. Что-то пока буду готовить, день пройдет, ничего не успеешь. Что-то быстро время летит сегодня, очень быстро. Так, одну черную буханку ставлю, это вынесу на улицу. На плите у меня уже сковорода. И там накрошил помидоры. Сейчас еще лук добавлю и яйцо пожарю. Вот такой завтрак, обед у меня будет. Немного. Вполне достаточно. 5 яиц осталось. Вот это пожарю. А вон тулан вернулся. Хотел хлеб дать. По делам куда-то ходил. Ну так, недалеко. Сейчас, тулан, что-то дам тебе хлеб. Уже у него котелок. Буду варить кашу, перловку с тушенкой. Целую кастрюлю сварю, и ему на сегодня и завтра вполне хватит. Вот, вот это количество лука вполне достаточно. Вон он, бродяга, пришел. А? Пришел, бродяга. Сейчас дам хлеб тебе, корку. Вон. Потом накормим. Тула, до сюда башь. Проголодался. Проголодался, бездельник. Жадно ест. Бывает, вообще спокойно ест он.
Хлеб будем экономить. Сейчас кашу приготовлю, там наешься там. Самый простой рецепт. Обжариваю сперва помидоры с луком. Чуть мягче станут. И добавлю уже яйцо. Ну и соль еще. Конечно, если сладкий перец сюда добавить, вообще было бы хорошо. Тут котелок у собаки. Ого, и чай закипел. Вовремя. Чай закипел, ребят. Буквально там 2 минуты прошло. Думаю, пора уже добавлять яйцо. Яички. Тик. Вроде нормально получается. Кто не умеет яичницу жарить, могу научить. Так. Опа. Вообще, скорлупа такая тоненькая. Вот и еще весь секрет. Еще чуть-чуть на вкус там посолить. Да. Не знаю, собака, сырое яйцо можно или нет, но тут целое яйцо, вон, смотрите, желток. Может, оближет там. Еще. Нормально. Вот, он еще самый крайний. Ай, туда, тона. Вот там. Во. Вот. Витамины туда. Вот так вот. Может, сырое яйцо нельзя, может, можно. Вот еще. Все, это я мусор буду сжигать. Опа. В печи будем сжигать. Так, ну тут у нас пока все под контролем. Нормально. Ну вот, ребят, приготовил яичницу с луком и с помидорами. Очень вкусно получилось. Я уже сейчас попробовал на соль, и все ништяк. Самое то. С хлебом покушаю. С черным хлебом. Ну, на ужин, может, что-нибудь еще приготовлю. Все время хотел, забыл. Насчет числа, какой день сегодня? Сегодня 26 мая. 26 мая. Еще лежит снег у нас в лесу местами. Остатки снега. На озерах тоже лед. Ну, как бы уже остатки льда. И зима заканчивается, весна заканчивается. Скоро будет лето, будет много комаров. И сегодня вот я приехал. Еще на улице не жарко. Надо сделать все дела, пока все этого нету, гнуса, этого овода, этого комара и всех жуков. Ну просто летом их очень много и работать очень тяжело.
в лесу. Так, сейчас пообедаю и пойду, наверное, сперва территорию уберу, а там уже посмотрим, что дальше делать, как дальше быть. А сейчас я ем вкусные яичницы. Очень вкусно получилось. Вдвойне вкуснее, когда хочется есть. Сейчас уже 3 часа дня. Я ничего не ел. Вот с термосом, 0,4 термос, я просто залпом выпил, когда приехал. И все. Ну, надо покушать, одним словом. Тут территорию вот, зимнее все убрал граблями. А здесь тоже вот много чего хлама было, тоже убрал. Давайте на крышу поднимемся, посмотрим, что там. А там у нас получается вот это 3 доски надо дернуть оттуда, убрать. И начать все вот это старый шифер снимать и осторожно, вот, что годное, спускать на землю. Потому что мне некоторые шиферы еще, которые годные, пригодятся. Очень много мха. Не знаю, пыльца всяко разная летит там. Из деревьев всяко разная хлама. Шишки, ветки. Какая-то грязь идет, одним словом. Вот. Это я точно сюда не поднимал. Вон. Образуется, блин. Всяко разные ништяки. Так присмотреться, нафига трогать. А шифер уже старый. Надо перебрать. Что годный оставим, а что хлам будем выкидывать. Вместо этого уже типографическим листом все закроем. Надеюсь, все получится. Ну, наверное, сейчас уже начну я потихоньку выдергивать этот старый шифер. Не знаю, с какой стороны, наверное, оттуда или откуда я начинал. Что-то непонятно. Надо подняться там и разобраться. Везде куски. Нормально толкового шифера практически нету. Гвоздодер взял. Буду разбирать. Сегодня немножко разберу. И что останется уже завтра доделаем. Так. Подложил я еще вон туда. Там щелина была. Но вот это бревно не прикасается к доскам. Ну, бревно, как сказать, кривой был. Поэтому пришлось мне вот
туда вставить доску. И все ништяк получилось, ребят. Не полностью там, ну где-то метр, наверное, 1,20 м. А там остальное уже на все доски на бревне. Как могу, выхожу из положения самым кратчайшим путем, чтобы не полностью там разобрать, там переделывать или еще. Сделаем, простоит еще много лет. Под шифером у нас рубероид. Рубероид еще с тех времен, когда по совести все делали. Толстый рубероид. Вот. Но я еще хочу дополнительно второй слой рубероида поставить. И потом уже, как сказать, типографическим листом все закрыть. А так, в принципе, все добротно еще стоит. Ну, потихоньку начинаю ломать. 2 доски убрал, там под доской все сырое, там рубероид сверху порвано. А так, пока данный момент не критично, все терпимо. Ладно, сейчас я дальше буду работать. Вот это годно я буду спускать. Раз, второй. Ну так, если присмотреться, есть трещины, но терпеть можно. Вот они. Как сказать, и когда сверху трещина идет, это не страшно. Главное, если снизу, то уже брак. Ну, что пригодится, возьму, а что нет, так выкину. Короче, перловка там томится, уже полуготовая. Вот там почти полуготово. И сейчас еще добавлю тушенку вот эту. Не знаю, из чего он сделан, из какого мяса. Пишут, что говядина.
вкусная каша. Каша по-флотски, по-армейски, по-солдатски. Перловка. Перловка с говядиной.